Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы радуемся за тех, кого вместе спасали. Ваша помощь позволила вывести якутят из Якутска кого-то в последний момент. И наши пристроенные собачули присылают нам очередные приветы. Привет от Мархи мы уже показывали весной, но приветы приходят регулярно, и мы решили поделиться свежим приветом от когда-то очень несчастной, никому не нужной, сбитой машиной, но выжившей девчули. Радостно, что она на правах полноценного члена семьи также отдыхает с семьей и в Чехии, и в Италии у моря. А чтобы не травмировать проблемные ножки, ей постоянно покупают башмачки. И она даже поняла, что в обуви ей легче, не стираются подушечки ног. Вот это забота, вот это семья. Мархушка, рада за тебя очень и с благодарностью ко всей семье Аллы. Большой медвежонок Томас. Большой, а значит опасный в Якутске, значит в зоне риска, на истребление. Захотелось его спасти. За его доброту, наивный взгляд, просто тюфячок. Было тогда минус 55, а с ним выживали еще 5. Поехали за ним, а забрали всех 6. Их глаза забыть невозможно, просящие. Еле поместились все в машине. Половину пристроили, в том числе Томаса. Счастлив наш добрый мальчишка. Купается, носится, играет. Это счастье – получать такие приветы. Девчушка Джуси, спасенная щенком в Новый год из ППЖ, где бегала под ногами больших собак. О ней мы тоже рассказывали. Жизнь ее тогда была в опасности. Ее приметила москвичка Елена и очень просила ее привезти. Месяца 1,5 ждала она малышку. Не было пассажиров, но дождалась. Мы привезли. Сейчас они с Джуси отдыхают на Азовском море. Она души в ней не чает. Любит ее, балует, благодарит за спасение. Так и пишет. Смотрю в глаза Джуси и страшно подумать, что могла ее не встретить. Свою принцессу. Ой, ребят, смотрите, какая красота, мам гуляет. Ой, как красиво. Джусь, ты устала после моря? Скажи мне, пожалуйста. Спать хочет девочка такая. Устала, накупалась. Прохладненько сейчас. Хорошо. Уже вечер. Сейчас еще пойдем погуляем. Щеночка Берту нашли в ночи, в январе. Замерзающей, переминалась, скулила.
Как потом оказалось, еще и ножка была выбита из бедра. Ножка висела, как плеть. Видимо, кто-то пинок дал. Забрали. А на утро она уже вылетала ко мне. Просто так сложилось. Повезло. И сразу на операционный стол. Операция, передержка. А по весне улетела Берта в Германию к нашей подписчице Анне. Как же повезло малышке. Любят ее, заботятся, ездят на море, гуляет на даче. Выросла огромной и красивой. Анечка, спасибо тебе большое за Берту и за помощь в деле спасения. Oh, Bertha. Schmeiß mal weg. Genau. Щенка Ларса мне показали весной всего лишь одно фото. Слонялся по городу. Умненький и несчастный, говорили люди. Один шаг до ППЖ. Кто-то пожелал отвезти в ППЖ, а значит погибнет. Успеть спасти, успеть забрать с улиц. Забрали. И не зря. А вскоре он прилетел ко мне, где я рассказала о нем в ролике. Тогда-то его и заметила наша подписчица Ольга из Германии. И после всех процедур, обработок, прививок и карантина наш милый Ларс уехал навстречу своей судьбе в семью Ольги. Ну а теперь мы благодарим Ольгу за заботу об этом статном красавце, каким он стал. Спасибо за приветы и вот за такие видео.
Мальчишка Джордж. Спасали его 1,5 года назад. Ко мне обратилась женщина с рассказом, какой замечательный песик живет возле их гаражей. И с такой радостью и надеждой забегает в мороз под 60 градусов погреться в гараж, а потом снова на улицу. Так жалко его стало. Понимала, что или замерзнет, или убьют. Попросила придержать, пока ищем пассажира. И вот долгих 1,5 года он жил в Москве, искали ему семью, и все же нашли. Мальчишка теперь счастлив в семье, принимает также водные процедуры, играет, живет полноценной жизнью. Он полноценный член семьи. И понимаю, что не забери я его тогда, не было бы его в живых. Спасибо, друзья, что помогаете нам. Он как раз из тех, о ком я не успевала рассказать в роликах. Таких много, но они нуждаются в нашей поддержке, в вашей помощи.